Абзира шәымаз шәара шәахәаԥшуеит аинформациа аналитика дәдыраҭара амчыбжь сара уиамҩаԥгаҩ Симар Гәынԥҳа. Ари амчыбжь азы имҩаԥысыз ахҭысқәа рҟынтәи ҳара ҳрылацәажәоит зегь реиҳа ихадараз. Лымкаала ахҳәаа зҭаху атемақәа шьҭаҳхуеит. Абасала уахатәи ҳдыраҭараҿы ишәыдаагалоит. Мшаԥымза акы инаркны ихацыркын ааԥынтәи аррааԥхьаратә кампаниа ҩнызқьҩы ижәыҩба. Аҳәынҭқарра ашәарҭадаразы араҭакԥхақәра иаду. Адунеи аҿы имҩаԥысуа агеополитикатә хҭысқәа агәҭынчымра рыҵоума. Ҳтәыла ахьчаразы иарбан шьаҿақәа ихымԥадатәны иҟоу ртәы аексперт иҿцәажәараҿы. Акрестиан динхаҵаҩцәа иазгәарҭоит зегь реиҳа ижәытәӡатәиу аиаша ҟаҵара аныҳәақәа ируаку Мшаԥы. Уи амаӡақәа акәамаҵамақәа иртәы ҳкорреспондентцәа рынҵамҭаҿы. Абарҭ егьырҭ атемақәа ҳҭыжьымҭаҿы иеиашәымган. Абасала уахатәи ҳдыраҭараҿы ишәыдаагалоит. Мшаԥымза акы инаркны ихацыркын ааԥынтәи аррааԥхьаратә кампаниа ҩнызқьҩы ижәыҩба. Аҳәынҭқарра ашәарҭадаразы араҭакԥхақәра иаду. Адунеи аҿы имҩаԥысуа агеополитикатә хҭысқәа агәҭынчымра рыҵоума. Ҳтәыла ахьчаразы иарбан шьаҿақәа ихымԥадатәны иҟоу ртәы аексперт иҿцәажәараҿы. Акрестиан динхаҵаҩцәа иазгәарҭоит зегь реиҳа ижәытәӡатәиу аиаша ҟаҵара аныҳәақәа ируаку Мшаԥы. Уи амаӡақәеи акәамаҵамақәа иртәы ҳкорреспондентцәа рынҵамҭаҿы. Абарҭ егьырҭ атемақәа ҳҭыжьымҭаҿы ииашәымган. Уажәы ҳахәаԥшып амчыбжь ахҭыс хадақәа рыхҳәаа иааркьаҿны. Ҩнызқьҩы жәихԥа ҩнызқьҩы жәыхәба шықәсқәа рзы Аԥсны асоциал-економикатә ҿиаразы аинвестициатә программа иалацәажәеит ашәахьаҽны аԥыза-министр Александр Анқәаб имҩаԥигаз аилатәараҿы. Уи аҟны аекономика аминистр Кристина Озган адырра злаҟалҵаз ала Аԥсни Урыстәылеи рсоциал-економикатә усизцуразы аиҳабыра-бжьаратә комиссиа ацхантәаҩцәа ирыдыркылаз аӡбамҭа инақәыршәаны ҩнызқьҩы жәыҩба ҩнызқьҩы жәыхәба шықәсқәа рзы аинвестициатә программа апроект ԥшь-миллиардки инижәаба миллион маҭи артуеит. Аԥсны Жәлар Еизара абыжьбатәи аԥхьара депутатцәа ааԥынтәи асессиа ҳәаақәа ирҭагӡаны русура хацдыркит. Жәлар Еизара аиҳабы Лаша Ашәба ихантәаҩрала имҩаԥысит адепутатцәа есымчыбжьатәи реилацәажәара. Уи аҟны ԥхьаҟатәи русура иазааҭгылеит. Аилақәа рхыԥхьаӡара ихаҭалатәи аилазаареи рышьақәыргылара иадҳәало азҵаатәқәа ирыхәаԥшит. Мшаԥы зеижәыр зызхаҭара шьақәыргылам адырра ҟаиҵеит Гәдоуҭа араион ашәахтә маҵзура ахыбраҿы абомба аҵоуп ҳәа. Уаҟа ус зуаз ауааԥсыра ршәарҭадаразы адәахьы идәылган. Ахыбра акәша-мыкәша уаҩ дзымнеиуа ихкаан. Адәахьы аус руан Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрреи, аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзаминистрреи, аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзуреи русзуҩцәа, ахыбра аҩныҵҟа акәзар акинологцәеи асапиорцәеи. Аихагылақәа зегь гәаҭан. Аҵыхәтәаны излеилкаахаз ала ахыбраҿы абомба ҳәак агьыҟамызт. Иара убри алагьы ироуз аинформациа шьақәырӷәӷәамызт. Ҩышықәса раахыс ҳажәабжьқәа ирылаҳкаауаз апандемиа атема. Аҟәатәи аинфекциатә Гәагратәи араионтәи хәышәтәырҭақәа рҿы ковид чымазара змоу ыҟаӡам. Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы акәзар быжьҩык ачымазцәа шьҭоуп. Аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ҩышықәса иалагӡаны зҽызхәышәтәуаз ауааԥсыра рчымазара аҭоурых ашәҟәқәа архив азырхиара иаҿуп. Амедикцәа ирҳәоит ас еиԥш аҭышәынтәалара иазыԥшуижьҭеи акыр шааҵуа. Ковид иахьатәиала ҳаимаҷхеит, амбулаторниа ауаагьы ааиуа ыҟоуп, аха ҳаимаҷуп изыҳәаны анцәа иџьшьараны иахьатәиала ҳаилгеит, абас ҳгәы иаанагоит. Архив иамоу аисториақәа еилҳаргоит, ҳаԥхьаӡот, иԥсқәаз ристориақәа хазишьҭаҵаны урҭ иахцәажәоит. Иаанхаз мызмзыла еилырганы иҳаԥхьаӡот. Аԥсны Ахада Аслан Бжьани идҵала агуманитартә еидара Донбассҟа идәықәҵан. Аделегациа напхгаразы иуан аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзаминистр Лев Куцниа. Абар хынтәуп Аԥсны Донбасс агуманитартә цхыраара аиуеижьҭеи. Уажәы хықәкыла Донецктәи Жәлар Республикахь Аԥснынтәи хатәгәаԥхарала еибашьра ицаз ацхыраара рыҭоуп. Афатә, аӡы, амаҭәа, ацәарҭамаҭәа уҳәа зынӡа жәа-тоннак аидара шьҭын. Агуманитартә цхыраара ҟаҵоуп аҳәынҭқарратә биуџьет аҟынтәи ԥшауааԥсыра рҟынтәи. Ҳарас иаҭахузеи аҳәынҭқарра ахада излаҳадиҵаз инақәыршәаны мышкы ҩымш иналагӡаны аидара еиқәҳаршәеит. Жәа-тоннак инареиҳаны аидара ҟалеит. Еиҳараӡак уи аҳәынҭқарра ахарџьоуп, иара изаҳазгьы абас амҩа ҳшықәлоз иааргаз ацхыраара иҟарҵаз рацәоуп. Ҳахьнеиз уа ҳара ҳаҷкәынцәа ахьеибашьуа аҭыԥаҿ ҳаннеи даара гәахәа рыла ирыдыркылеит. Ҳара ирзеиҭаҳҳәеит ари аҳәынҭқарра иҟанаҵаз адҵа шакәу. Аҳәынҭқарра ахада иҳаиҳәеит шәырзҵаа, ирыгу, ирыбзоу, ҳаԥхьаҟагь иҵегьы ҳазларыхәаша, ирзыҟаҳҵаша ацхыраара. Ҳара зегьы уа иҟаз Аԥснытәи иҟаз рымацара ракәӡам. Уа баталион ҳәа изышьҭоу уа ирацәаҩны хышәҩык рҟынӡа
аҟоуп, убырҭ дара зегьы ирбеит, ираҳаит, иҭырхит, иахәаԥшит даара ргәы иахәаны убас ирыдыркылеит. Ара иахьынӡаҳдыруа иара убасгьы Донбасс ус руеит Аԥснытәи аҳақьымцәа урҭ рышҟа шәнеима? Ҳәарас иаҭахузеи ауаа ҳаҷкәынцәа ауаа ус зуарҿы ҳнеит, иҳахәаԥшит аус шыруаз, больница аиҳабы даҳԥылеит даара гәахәарыла, рџьабаа аӡбахә ҳарҳәеит аус шыруа, даара ргәы иахәаны иара Донецк аиҳабыраагьы, иара абольница ахадагьы зегьы даара ргәы иахәаны иҭауп ҳа ҳарҳәеит. Мшаԥымза зеижәыр за интернет ҳақәырӷны ицәырҵит анонимтә информациа бзыԥҭа иахьаҵанакуа идырымхаз акашкол хәыҷқәа ргәыбзыӷны рӷьычра иҽазишәон ҳәа, ас еиԥш афакт ҳәа акагьшьақәа ргылаӡам. Гагра араион аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭа аусзуҩцәа агәаҭарақәа мҩаԥыргон ицәырҵыз аинформациа инамаданы. Зықәра наӡам ахәыҷқәа русқәа рзы аинспекциа аусзуҩцәа ашколқәа ирҭааны арҵаҩцәеи аҵаҩцәеи рыҿцәажәон. Иара убас апрофилактикатә усурақәа мҩаԥыргон апсихиатрии, амбулатории хәышәтәырҭақәа рҿы ашәҟәы иҭагало органахьала. Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра ауааԥсыррахь адырра ҟанаҵоит иҟоу аинформациала аминистррахь арзаҳал аӡәгьы ишалаимҵац азы. Аԥшьаша Мшаԥымза ҩҩык рзы аԥыза-министр Александр Анқәаб аҳәынҭқарратә абылтәы илахәыра аусура иадҳәалаз аиԥылара мҩаԥигеит. Уи иалахәын аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган, абылтәазы аилахәыра адиректор Рамаз Џьапуа, амилаҭ банк аиҳабы Беслан Бараҭилиа. Аиԥылараҿ иазааҭгылеит аилахәыра аҿаԥхьа ауал зқәу ахәаҩцәа рызҵаара, иааидкылан уи иартәоит 7 миллион. Абылтәы илахәыра анапхгара ирыдҵан ауал зқәу рганахьала иахәҭоу ауснагӡатәқәа рыдыркыларц. Шьамтәыла ахада Башар Асад Мшаԥы идиныҳәалеит Аслан Бжьаниа. Ҳаҭыр зқәу Аслан Гьаргьы-иԥа агәахәара ду снаҭоит ари илашо аныҳәазы агәабзиареи агәамчи аманшәалареи шәзеиӷьашьара, Аԥсны жәлар аҿиареи аизҳазыӷьареи рыдкылара аҳәоит адныҳәалараҿы. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа апатриарх Кирилл Мшаԥы идиныҳәалеит. Ари ақьырсиантә ныҳәахадарақәа ируакуа аныҳәа алшара ҳнаҭоит аԥсҭазаара ахәашьара, аус бзиақәа напрыларкра. Кьырса Мшаԥы адоуҳа дгәырӷьара ацуп, ауаа рыгәқәа гәы ҳалалралеи рыцҳашьаралеи иарҭәуеит. Ари иԥшьоу амҽыша даҽазныкгьы иаҳгәаланаршәоит апату еиқәҵара акыр шаҵанакуа, азгәаҭоуп адныҳәалараҿы. Мшаԥымза ҩажәи ԥшьба-уха Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы ицон аныҳәатәа анцәа иашьапкра. Уи хыԥхьаӡара рацәала ақьырсиан динхаҵаҩцәа рхы аладырхәит. Атәыла ахада Аслан Бжьаниагьы уахь дымҩахыҵит. Мшаԥы иазкыз амаҵзурахьы иара убас инеит атәыла ахада иусбарҭа аиҳабы Алхас Кәыҵниа, ашәарҭадара ахеилак амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Шамба, аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы Роберт Киут, апрокурор хада Адгәыр Агрба, аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Вальтер Быҭәба, аҳәынҭқарратә ахьчаратә маҵзура аиҳабы Дмитрий Дбар. Аиаша хаҵара динхаҵаҩцәа рныҳәахада иахьа Мшаԥуп. Кьырса дгылт, арҭ ажәақәа зехьынџьара иуаҳауеит. Ауахәамақәа рҿы асаркьалқәа рбыжьқәа гоит, аишәақәа рҿы хкы рацәала ачыс. Ари амш аҽны ауаа анцәа иҳәоит рыгәҭакқәа наӡарц, ргәакьацәеи рҭынхацәеи агәабзиара рымазарц. Асмаҭ Гәыниаԥҳа иҭылҵаауан аныҳәа аҭоурыхи акәамаҵамақәеи. Аԥсуа динтә ныҳәақәа рыбжьара аҭыԥ ҷыда ааннакылоит ҳәа иԥхьаӡоуп Амшаԥы. Уи кьырсианҵасла ахыргәаҟратә мчи иаса Кьырса иԥсаҭалареи ирымшуп. Ҳтәыла аҩныҵҟа иҟоу ижәытә ӡатәи аныхабаақәа рхыԥхьаӡара иаҳәоит аԥсуаа еснагь ишкьырсиан динхаҵаҩцәаз. Дело в том, что люди сначала, как и по сей день, приходили на богослужение общее в храм, для того, чтобы принять причастие тела и крови Христовых, для того, чтобы все вместе, акыта яцу, зыги, чтобы все вместе помолились из этого как бы населенного пункта, и потом разошлись по семьям, и уже приглашая своих родственников или близких людей, на следующий день они делали специальный стол. Например, делали на Пасху, там могли козленка порезать, где-то поросенка резали, да, вот. В каждом месте какая-то своя особенность была. Айлоч делают, да, до сих пор это у нас осталось. Просто за долгое время, особенно вот когда Абхазия лишилась своего царского статуса, да, и в последующее время, когда Абхазия была под властью турок, османов, вот, это все повлияло на то, что какие-то христианские традиции и даже вот присутствие христианского духовенства, если вот можно сказать так, апап, да, вот апапча, да,
или епископы, в Абхазии это стало невозможным. И последние потомки священников, они стали хранителями святынь, хранителями каких-то древних храмов. Это называется по-абхазски аныхапай. Аԥсуаа ҳҟны амшаԥныҳәа иацуп иеиуеиԥшым ақьабзқәа, иаҳҳәап иҟоуп қыҭак ма ҭаацәарак рҿы еиԥшымкәа ианаԥыло. Амшаԥныҳәа аҽны аҳаԥшьа аартра ақьабз ахьынтәаауа дазааҭгылеит аб Давид. Например, есть такой род в моем родном селе Лыхны, Щакырыла. Они являются представителями, которые должны хранить эту святыню. Но что это означает? Они были закреплены за этим храмом. Они ему служили, этому храму, и делали специально выделенное князьями из, значит, виноградных угодий, виноградников, вино, которое должно было обслуживать богослужение в течение целого года этого храма. Вот что означает снятие нового вина в кувшинах, которые на территории храма находятся. У нас в Абхазии на территории каждого храма должен находиться хапща, потому что логически мы можем понимать, что в нашем христианском богослужении вино – это сакральный напиток, оно всегда используется на литургии. Поэтому издревле мы можем понимать, что вино собиралось в определенное время и хранилось в течение года при храме в этих кувшинах из глины, что мы по сей день ахапща называем. Но само раскрытие этого кувшина уже стало религиозным таким ритуалом в кругу тех людей и той семьи, которая должна была обслуживать этот храм. Они служили этому храму. Но мы знаем, что у нас есть такие фамилии в Абхазии, которые тоже дома у себя хранят эти кувшины и тоже в день Святой Пасхи открывают этот кувшин. Сначала человек или семья приходила в храм и вместе со всеми молились, а уже днем они совершали семейный праздник, открывая этот кувшин, доставая это вино, и дома за семью глава семьи совершал Богу эту молитву. Иҳәатәуп аԥсуаа аӡәырҩы амшаԥныҳәа аҽны аишәа ргылан ацәашьы шадыркуа, убасгьы иршәо амшаԥықәҭахь аныҳәа аҽны анышәынҭрахь ишнарго. Аб Давид иажәақәа рыла уи асовет аамҭақәа рзы ауааԥсыра ауахәамақәа рышҟа иахьзымнеиуаз иахҟьеит. Храмы были закрыты, какая-то капля веры в людях оставалась, и они понимали, что такой праздник, как Пасха, нужно провести с чем-то, что тебе дает напоминание о вечной жизни или о близких твоих. И вот как бы сложилось так, что в этот советский период многие люди, будучи христианами и не имея возможность пойти в храм, потому что там находились комсомольцы-добровольцы и записывали, кто пришел в храм. Вот эти люди вынуждены были в день Пасхи ехать на кладбище, чтобы, значит, посетить могилы своих родственников и принести туда крашеное пасхальное яйцо. Поминать. Вот такой вот момент имеется только во время советского периода. У нас в Абхазии и у некоторых народов, тоже с нами живущих, какими и армяне являются, и грузины, сложилась тоже такая традиция, что ввиду того, что люди перестали ходить в храмы, они стали взамен этого автоматически приносить вот эти религиозные символы, как крашеное пасхальное яйцо или вот этот кулич Пасхой, который мы называем, они стали приносить это все на могилы и оставлять там, и свечи зажигать. Но дело в том, что когда мы свечу зажигаем, допустим, вот делая праздничный стол, который связан с праздниками Рождества или Пасхи, дело не в том, что мы чью-то душу поминаем. Мы в Абхазии, когда зажигаем свечу, считаем, что всегда это связано с поминовением души усопшего. Но это не совсем так, потому что свечу можно зажигать всегда. Свеча – это некий символ, который нам как бы напоминает о том, что вот в этот момент, когда горит свеча, мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к святым, к Богородице. Да? Вот таким
образом мы общаемся с духовным миром. Но у нас, ввиду того, что вот не все священнослужители за вот этот большой период имели возможность учить людей, наставлять людей, произошло некое смешение традиций. Одно на другое, так сказать, нашло, и теперь люди это все вместе делают, а сути иногда не знают, почему так происходит. Ачгараду анцу аламҭалазы иҟоуп ҭаацәарақәак еизԥшьаша аурычра ҳәа ацәашьы анадыркуа, уи аҩыза ақьабз ахьынтәаауа далацәажәеит аб Давид. Наши соотечественники, которые являются либо традиционно из мусульманских семей или как бы исповедуют и продолжают как бы быть мусульманами, но не все, допустим, посещают мечеть и так далее. В Абхазии есть такая традиция, когда идет аурачра, каждый четверг вечером каждая мусульманская по традиции абхазская семья зажигает свечу. Я хочу вам сказать, что в исламе нет такой традиции. Это не принято для ислама вообще. Просто как бы вот эта древняя христианская традиция поминовения усопших, она вошла, осталась в обиходе нашего народа, несмотря на то, что какие-то семьи приняли ислам. Мусульмане не используют свечу во время своего богослужения и молитвы своей. И если они делают стол, Айша Кургылара, да, то это Аиша, значит, не посвящено усопшим, как нам кажется. Дело в том, что мусульманский пост, это говорю я сейчас христианский священнослужитель, он длится в течение того, как с рассветом человек может, значит, различить нить. Вот тогда по законам ислама верующий мусульманин не должен ни пить, ни есть и не проглатывать даже слюну до заката солнца, пока тьма не настанет. Вот когда настанет тьма, мусульмане могут употреблять пищу. И это, соответственно, как вы видите, в вечернее время происходит. Вот этот закон соблюдения мусульманского поста и наша абхазская традиция, которая из корня христианского имеет поминовение усопших, они совпали. И вот наша как бы абхазская аурачра является вот таким синкретизмом разных религий, ислама и христианства, в абхазском обществе. Амшаԥныҳәа аҽны традициала есышықәса ауааԥсыра иршәуеит акәтаӷьқәа, ирӡуеит аныҳәа иахәҭоуп ҳәа ирыԥхьаӡо ахаа-мыхаақәа, аха ажәытәла аԥсуаа иарбан чысыз иҟарҵоз амшаԥазы. Самая древняя традиция встречи Пасхи, главные символы, да, это же, во-первых, как бы окончание поста. Вот что делали? Красили яйца, обычно красным цветом. И, вы знаете, использовали всегда, значит, луковую, да, шелуху. Вот. И, значит, также какие-то другие природные краски. Но главным элементом является также сыр, потому что, согласно уставу церкви, благословляется именно сыр и яйца. В самый день Пасхи, вот у нас, например, в Абхазии, какое традиционное блюдо? Это айладж. Вот. Ахарца, да? Вот. Значит, вот уже то, что имеет молочное происхождение, ну, кто-то может сделать козленка, значит, порезать и специально для семьи такое угощение сделать. Но первым блюдом с самого утра, когда люди с храма пришли, отдохнули немного, и то, что они кушают в Абхазии, насколько я знаю, исходя из опыта разных семей наших христианских в Абхазии, это то, что с утра варился айладж, ахарца, и, значит, вот таким образом осуществлялось разговение, то, что называется прекращение поста. Амшаԥныҳәа иацааиуа амҽыша аҳәса рымшаԥыҳәа иашьҭоуп аԥсышәала. Ари аҩыза аныҳәа Қьырсиан динхаҵараҿы иахьынтәиааз дазааҭгылеит аб Давид. Вот само наличие такого названия праздника, да, термина, говорит о том, что действительно в нашем народе вот эти христианские корни, они есть. А теперь наша задача объяснить эти термины. Дело в том, что мы в нашей православной церкви имеем на второе воскресенье после Пасхи
праздник в честь женщин, которые пришли ко Христу и были его ученицами. Их мы называем равноапостольные. А когда Христос был распят на кресте, и его сняли со креста и положили в гробницу, то они первые, не испугавшись никого, ни римских воинов, там, ни иудейских гонителей, они взяли специальные благоухания, масла для того, чтобы провести бальзамацию тела Христа, потому что они считали, что вот он мертвый лежит, его тело, и его надо умастить вот этими бальзамическими составами. И они принесли эти драгоценные составы масла к гробнице, значит, Христа, но увидели отваленным камень от входа. И ангел предстал перед ними и сказал: женщины, зачем вы сюда пришли? Здесь нет Христа, Он воскрес из мертвых. И вот у нас вот это событие, что именно им первым было возвещено то, что Христос воскрес, специально выделено вот этим праздником. То, что мы называем неделей или воскресенье жен мироносец. Или же по-абхазски, что мы говорим, ахсакварымшапы. Вот это является воспоминание тех самых женщин, учениц Иисуса Христа, которых мы прославляем, которые тоже проповедовали как апостолы, но именно они были первыми, кому ангел возвестил, что Христос воскрес из мертвых. И поэтому, конечно, у нас есть в нашей христианской церкви, и наша абхазская традиция выделила вот этот женский день. Не 8 марта, а именно второе воскресенье после Пасхи. Акирсианра ныҟәызго аԥсуаа амшаԥныҳәа уха ухәамаҿы имҩаԥысуа анцәа имаҵзура рхы аладырхәоит шарԥазынӡа. Уи аамышьҭахь дара ачгара иҵалеижьҭеи раԥхьаӡа акәны ичгачысым агьама арбоит. Акирсианцәа зегьы ирзеиԥшу ижәытәӡатәи ҩҵасуп амшаԥықәтахь аимдара. Праздник Пасхи, он для нас является самым центральным, самым важнейшим. Почему? Потому что мы празднуем в этот день воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Вся наша религия, она акцентирована на том, что если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Мы верим в воскресение Христа, потому что мы верим, что мы умрем и воскреснем в тот момент исторический, когда придет это страшное время, страшного суда, последнее время, и после этого воскресения, после суда над каждым человеком, начнется вечная жизнь. Вот в это верят все христиане. Асмат Кунеев-ҳа Сергей Каџьаиа, Ҷыдала амчыбжьазы. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аиашахаҵара акирсианцәа имшаԥы азгәазҭо атәыла ауааԥсыреи ирыдиныҳәалеит ари иԥшьоу аныҳәа. Иҿымцәаауа алашареи агәыӷреи ҳазҭо ҳагәқәа зырҟәандо амш символра рызнауеит аԥсҭазаара амчи адоуҳатә еиҭеиреи, анажьра зцу абзиабареи. Ари иԥшьоу аныҳәа алшара ҳнаҭоит аԥсҭазаара ауадаҩрақәа ҳариааины ԥхьаҟацаразы аҳәоит адныҳәалараҿы. Атәыла ахада Аԥсны жәлар ирзеиӷьеишьеит аизҳазыӷьареи аманшәалареи. Иахьаарратә тема актуалра амоуп даҽа аамҭанык еиԥшымкәа. Адунеи аҿы имҩаԥысуа ахҭысқәа азгәаҭаны алкаақәа ҟаҵатәуп. Еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа рҿы иашьа ҳазыхиазароуп рҳәоит аекспертцәа. Адунеи аҿы имҩаԥысуа агеополитикатә еибарххарақәа агәҭынчымра цәырыргоит хымԥада. Ари аҭагылазаашьаҿы ихадараны иҟоуп аҽеидкылара. Раԥхьаӡа иргыланы атәыла ашәарҭадара знапы иану аҭакԥхықәра зду арроуп. Ари аусхкаҿы аобиективтә аналитика акраҵанакуеит. Мшаԥымза акы инаркны Аԥсны ихацыркын ааԥынтәи арраԥхьаратә кампаниа, иара ахыркәшахоит рашәарамза ҩажәижәаба рзы. Уи азы аусԥҟа инапы аҵаиҩит аҳәынҭқарра ахада. Арраԥхьара шымҩаԥысуа иуадаҩрақәас ирымои, насгьы аҳәынҭқарра ахьчареи ашәарҭадареи рзы Аԥсны атәылахьчара аминистрраҿы рнапы злаку иртәы аишьцәажәараҿы. Обязательная военная служба, через которую проходят молодые мужчины, неповторимый жизненный опыт, позволяющий осознать себя как защитника Родины. Весенне-летняя призывная кампания 2022 года в Абхазии началась с 1 апреля и продлится до 30 июня. Об этом подписал указ президента Аслан Бжьани.
Как сейчас идет призыв, роль администрации района в этом вопросе, а также какое новое поколение ребят, с какой силой воли, духа и с чувством долга перед Родиной вот молодые ребята подходят к этому моменту? Были проведены все подготовительные мероприятия к призывной кампании. Она стартовала, и сейчас у нас заседания призывных комиссий проводятся в каждом районе и, соответственно, в городе Сухум. Так положено. Значит, первая отправка войска у нас намечается в начале мая. То есть первые призывники, призванные на военную службу, они поступят в войска только где-то к 3 мая. Мы, естественно, постоянно мониторим и анализируем ситуацию, которая сейчас складывается на призывных комиссиях в районах, в городе Сухум. Имеем полную, всю необходимую нам информацию и о количестве потенциальных тех, кто будет призваны в армию, количество больных, количество людей, которым будут предоставлены отсрочки и так далее. Все эти сведения мы имеем до каждого человека, зная их фамилии, имена, отчества, где они проживают и чем они занимаются. Но, опять же, сказать, что призывная кампания будет происходить лучше или хуже, чем она была в прошлые годы, да, прошлые призывы, я не могу, потому что мы сталкиваемся опять же с тем же комплексом проблем, который и существовал. Эти все проблемы мы в недавнем времени докладывались значит, на расширенном совещании, которое проводил президент Республики Абхазия, докладывал их военный комиссар, докладывались они начальникам генерального штаба, мной, министром обороны и так далее. Значит, проблемы существуют. Если не касаться цифр, конкретных цифр, то, ну, так, чтобы всем было понятно, как бы образно я выражусь, значит, если мы, допустим, в один строй поставим 10 призывников, то мы уже видим ситуацию, которая складывается. 3 из этих призывников, они будут призваны в армию, 3 из них получат отсрочки, в частности, отсрочки по образованию. Это самое количество большое отсрочек, которые предоставляются для обучения в высших учебных заведениях, в том числе в Российской Федерации. 2 из них, они получат отсрочки по медицинским показателям или отсрочки, или будут призваны негодные к военной службе в мирное время. И только 1 человек воспользуется каким-то незаконными, скажем так, отсрочками, незаконно не поступит, скажем так, на военную службу. Будет пытаться всяческими способами уклониться от военной службы, в том числе и с выездом за территорию Республики Абхазия, и с уклонением от вручения повесток и так далее. Обучение, получение высшего образования – это хорошее начинание, это хороший момент. Но значит, этот момент он никак не должен влиять на боеспособность наших вооруженных сил, на количество личного состава срочной службы. И здесь нужно будет принимать какое-то решение. Значит, что касается роли администрации районов, значит, опять же, этот вопрос был затронут на расширенном заседании. Мы обратились к нормативно-правовой базе Республики Абхазия, в частности, закону об обороне, закону о воинской обязанности и военной службе, положение Кабинета министров о призыве граждан на военную службу, различным руководящим документам, в том числе инструкциям, функциональным обязанностям и так далее. Цель этого совещания была обратить внимание глав администраций, районов, города на тот вопрос, что не только военные комиссариаты занимаются призывом граждан на военную службу. Согласно действующей нормативно-правовой базе, огромная роль возлагается это на глав администраций на местах. Они должны не только
организовывать, не только обеспечивать мероприятия призыва, но и принимать непосредственное участие в заседаниях призывных комиссий. У них есть свои функциональные обязанности и там тоже. Они, в частности, должны организовывать работу этих комиссий, они лично должны общаться с призывниками. У них очень много задач, которые они при этом решают. И мы обратились к президенту для того, чтобы организовать более тесное взаимодействие, чтобы вот эти вот проблемы, которые я раньше озвучил, нам нужно решать совместно с главами администраций. Только в этих условиях мы можем добиться каких-то положительных результатов. То есть мы должны стать рядом, рука об руку, и, соответственно, делать какие-то выводы, принимать какие-то решения и совместно работать. Только так, иначе ничего не получится. Значит, что касается молодого пополнения, желание молодого пополнения проходить службу в армии, здесь тоже очень много проблемных вопросов. В частности, проблемным вопросом является отсутствие должного внимания в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи, начиная от семьи, средних учебных заведений и так далее. Эдуард Леонидович, согласно утвержденному графику, плану, абхазские вооруженные силы проводят военные учения. На этой неделе тоже в Цабале проходили учения такие. Потом вы подводите итоги. На сей раз какие итоги? Основная задача это была увидеть наших резервистов, как говорится, в лицо. Это была первая задача. Вторая задача, мы отработали вопросы управления формированием бригады, то есть начиная с получения сигнала и заканчивая смотром готовности в штатной организации военного времени этой бригады, ее готовности к выполнению боевых задач. Мы отработали вопросы территориальной обороны со штабом территориальной обороны Гудаутского района с привлечением всех сил и средств, ведомствами, силовыми структурами, которые дислоцируются в Гудаутском районе. Кроме того, нами были организованы и проведены занятия, в том числе на местности, с командирами всех подразделений этой бригады по изучению ими боевых задач, чтобы каждый знал свое место, где предстоит ему выполнять задачи в соответствии с планами, мобилизационными планами и планами боевого применения. Далее провели этап боевого слаживания, целью которого являлось совершенствование и восстановление ранее приобретенных навыков при прохождении военной службы, и завершили этапом розыгрыша боевых действий. Что касается итогов, можно сказать, что все цели, которые мы ставили перед собой, они все выполнены. То есть задач таких, которые не были выполнены по каким-либо причинам, их нет. Каждый вопрос должен получить свою оценку. Насколько мы укомплектовали бригаду в процентном отношении, является ли она боеготовой. Должны быть вопросы управления, должны быть оценены отдельно, вопросы взаимодействия отдельно, вопросы территориальной обороны отдельно, учебно-методические занятия отдельно и, соответственно, тактические учения тоже должны оценены быть отдельно, и затем только мы можем уже по совокупности выставленных оценок, отдавая приоритет тем или другим вопросам, мы можем выставить. О проблемах в армии принято говорить публично, или это секретная информация, относящаяся к государственной безопасности? Как развивается государство, так развивается и армия. Не может быть такого, что в государстве все хорошо, а в армии плохо. И наоборот, в армии все хорошо, в государстве существуют проблемы. Да, эти проблемы есть. Однако
Значит, можно сказать, что военная служба как особый вид государственной службы, и все свои проблемы мы доводим до вышестоящего руководства. Руководством армии является главнокомандующий. Главнокомандующий прекрасно знает о всех наших проблемах, потому что мы ежедневно, еженедельно, ежемесячно представляем полностью информацию о любых изменениях в состоянии нашей армии. Другой вопрос – это служебная информация, которой мы пользуемся. Значит, это информация, составляющая государственную тайну, информацию о боевом численном составе, укомплектованности, мобилизационных планах, планах боевого применения. Она вообще не должна звучать ни в каких средствах массовой информации, опять же, в социальных сетях. Но для этого мы являемся ее хранителями, этой информации, и обеспечивать ее только тех лиц, этой информации, только тех лиц, которым положено ее знать. В продолжении того, что вы говорили перед этим, вот в эпоху все более разгорающихся конфликтов в мире, наше общество не до конца осознает нарастающую опасность. Поэтому столь важны в настоящее время объективная аналитика и мнение экспертов, в том числе и военных, умеющих прогнозировать будущее. У нас таковые есть? Вы знаете, военно-политическая обстановка, она меняется у нас постоянно. Постоянно меняется военно-политическая обстановка, и я просто не представляю, каким образом можно давать сейчас какие-либо прогнозы. А тем более, я не знаю таких людей, мне они неизвестны, которые бы вот сказали, что через месяц произойдет так, через полгода так, а через год так. Это просто, я считаю, невозможно. И еще раз говорю, таких людей я просто не знаю, кто бы такие прогнозы мог давать. Но тем не менее, какие-то прогнозы мы все-таки должны делать. Как вы считаете, Грузия решится на какие-то военные действия против Абхазии? Неужели выводы после 1992 года не были сделаны? Военно-политическая ситуация постоянно меняется, но мы должны быть готовы к любым. У нас прогнозов этих должно быть несколько. Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Вот что является этим прогнозом. То есть мы должны предусмотреть различные наши возможности, различные варианты складывающейся военно-политической обстановки, военной обстановки и так далее. И в то же самое временные показатели. Все это надо учитывать и готовиться к каждому из этих вариантов. Ну, что касается, как вы сказали, это решение Грузии на ведение боевых действий. Да? Значит, я бы сказал бы так, вероятность возобновления военного конфликта, насколько сейчас существует, так я правильно понимаю, да? Значит, я хочу ответить на этот вопрос следующим образом. Вероятность возобновления военного конфликта или войны, как бы это ни было названо, оно зависит от влияния различных факторов именно на этот процесс. Первым я назову только несколько, и насколько, по моему мнению, это основные факторы. Первый фактор – это развитие событий сейчас в мире и в регионе. Значит, мы все видим и по телевизору, и видим и в средствах массовой информации, как развиваются события сейчас на Украине. Да? Значит, мы видим и много говорят о том, что переустраивается мировой порядок. Да? Значит, и мы все понимаем о том, что переустройство мирового порядка, оно подразумевает не только способы экономические, политические, накладывание различных санкций, политическая изоляция и так далее. Но она еще
и приводит, вот этот сам процесс переустройства, он приводит к увеличению интенсивности вооруженных конфликтов. В частности, показывают это недавние события, сравнительно недавние события в Нагорном Карабахе, и те, которые происходят сейчас, и те конфликты, которые в других странах мира. Интенсивность вооруженных конфликтов растет. Это первый фактор. Второй фактор, я бы назвал это отказ Республики Грузия от подписания каких-либо соглашений о неприменении силы. Хотя Республика Грузия, ее военно-политическое политическое руководство заявляет о том, что проблемы восстановления территориальной целостности планируются мирным путем. Но я бы не стал доверять таким словам, потому что сегодня они могут быть сказаны, а завтра они могут быть сказаны совершенно по-другому. Произойдет смена политического руководства, перенастроится курс военно-политический, и будет совершенно другие слова и совершенно другие действия. Это второй фактор. И он тоже играет не в нашу пользу. Третий фактор – это, соответственно, военно-экономический потенциал Республики Грузия. Начиная с 2008 года он не просто наращивался. За 2-3 года после известных событий 2008 года он был полностью восстановлен. И в дальнейшем он увеличился в несколько раз. Мы об этом знаем. Не без помощи Запада, да? Да, были затрачены колоссальные материальные средства, колоссальные финансовые средства с помощью Соединенных Штатов, стран НАТО и так далее. Грузия на сегодняшний день перевооружилась, повысила уровень своей боеспособности, боеготовности, активно начал развиваться и работать военно-промышленный комплекс. Грузия в состоянии выпускать большое количество вооружений по тем технологиям, которые ей были представлены Западом. Она повысила свою систему логистики, повысила саму военную инфраструктуру, приобрела большое количество вооружений, средств экипировки, всего того, что необходимо для успешного ведения боевых действий. К сожалению, этот фактор тоже играет не в нашу пользу. Еще четвертый фактор, который я бы привел, это военно-политический курс на вступление Республики Грузия в НАТО. И в продолжении того, что вы говорите, учитывая геополитическую обстановку в мире, грузинская сторона, как мы знаем, еще не подписала мирный договор с нами, наша армия должна быть в полной боевой готовности. Модернизация абхазской армии – это не роскошь, а необходимость в нынешних реалиях, чтобы защитить себя, нашу страну. Какова ситуация у нас в этом плане? Никто про модернизацию не забыл. Модернизация для нас является актуальным вопросом. Тем более, как вы понимаете, часть действующего компонента вооруженных сил Республики Абхазия входит в состав объединенной группировки войск. И действия в составе объединенной группировки войск наших частей и подразделений невозможно без модернизации, потому что просто-напросто не сможем добиться оперативно-тактической совместимости в плане совместных действий. В силе духа абхазской армии и наших резервистов не сомневаюсь, но тактика и стратегия современных войн она изменилась. Сейчас все решает современное вооружение. Если даже вы не выдадите всех секретов, как у нас обстоят дела в этом направлении? Вооружение и военная техника у нас есть.
Да, проблемы есть. Да, оно устаревшее. Но наши офицеры, наши солдаты за довольно продолжительное время научились ее грамотно и эффективно применять, эксплуатировать, обслуживать. И, как показывает опыт проведения учений, мероприятий боевой подготовки, наша техника, она способна выполнять любые боевые задачи. Мы понимаем, что техника постоянно совершенствуется и, соответственно, ожидаем новых образцов военной техники, вооружения, стрелкового оружия и так далее. И все это, опять же, напрямую связано с модернизацией вооруженных сил, резервным формированием. Здесь тоже необходимо обратить на них внимание, потому что перевооружать необходимо не только части подразделений, входящие в состав вооруженных сил в мирное время. Необходимо готовить запасы и боеприпасов, и поставлять технику именно в наш резерв. Потому что резерв это для нас сейчас это основная составляющая. Это основные надежды, которые мы возлагаем на них. И решение этих вопросов по их оснащению современными образцами вооружения, он тоже сейчас для нас является очень актуальным. Министерство обороны Абхазии наращивает профессиональный потенциал. Здесь речь идет о качественном офицерском составе. Дела с нашим офицерским составом у нас складываются намного лучше, нежели с личным составом срочной службы, которого сейчас по призыву которого у нас существует в Авроре. Что касается офицерских кадров, вот как раз с офицерскими кадрами у нас проблем нет. Подготовка офицеров, проводимая и в Российской Федерации, и на базе нашего Сухумского училища, они были и остаются основным источником накопления именно военно обученных, подготовленных офицерских кадров для всех вооруженных сил, не только для частей подразделений действующего компонента, но и для резервных формирований. И на такой приятной ноте мы заканчиваем. Эдуард Леонидович, спасибо большое за беседу. Яцахцуйта дыратара. Мышапым заявивши Байерман жюлер геноцид ямшуп фибижбашук сараб харячны Осман пя империя политика яхканы тахет миллион кибжакиркан заерманша. Яраубас зиквила янры жирак пхит рабачырыдгил. Усхан пям тазахып хазара рачала Айерман хчаша псны яднакалейт. Айерманшар геноцида азхаз захатула курхып хазара мачым. Ахаиқуп уязхазым цацге. Ягешушук сацарге хгуала шаракуит саквам уртахтысква атурых язан хуйд. Абриау пьяхазы, я и вам, чебжахтыз хадакошлырдыр коллега Асмат Гунепха. Абзерас.